Камбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 11. Монастырь Галдан. Часть 48. Путь к Галдану. 3 мая 1901 года я вышел пешком из Лхасы в сопровождении своего переводчика и одного халхасца по имени Йондон Джамсо для посещения монастыря Галдана. На пути к последнему, хотя несколько в стороне, находится старинный монастырь Ерба, куда мы и направились. Хотя он отстоит от Лхасы всего верст на 20, но дойти до него в этот день не удалось, вследствие сильного подъема в гору и вследствие того, что мне не здоровилось и появилась сильная одышка. Поэтому пришлось ночевать немного ниже монастыря в доме одного бедного старика. На следующее утро мне стало лучше, и мы пошли в монастырь Ерба или Ерба-Алха, который основан во времена хана Тисрон-Девцана. Монастырь расположен в вершине правобережной пади реки Уй, по правую сторону глубокого оврага на лицевой стороне высокой скалистой горы. По левой же стороне оврага там и сям много субурганов различных размеров. Во рву находится маленький домик, именуемый Мани-хан, где главной святыней служат самопоявившиеся по преданию Мани, представляющие мистическую формулу «Ом Мани Падмехум», как будто сделанную из белой эмали на синем фоне каменной плиты. Без сомнения, это работа искусственного гравера на каменной плите, один слой которой белый, а другой темно-синий. Образцы таких плит встречаются довольно часто в этой местности. Дощечка эта длиною около 3/4 аршина, но более узкая по ширине, хранится как дорогая святыня в деревянном шкафу с железной решеткой на лицевой стороне. Возле этой дощечки поставлена статуя Долмы Дараха, у которой на спине сделано отверстие. Если налить воду в это отверстие, то она вытекает через другое отверстие на кончике среднего пальца правой руки. Такая вода считается уже святой, и ею обмывают буквы Мани. Святость воды этим усугубляется, после чего на ней месят составные части, главным образом мука, дзамба, красных пилюль, называемых мани-рилву. Эти пилюли охотно покупаются богомольцами, так как, по их верованию, они очень полезны для больных глазами. Для лечения их разводят в воде и ею моют глаза. Доходы от продажи этих пилюль так значительны, что они обращены в достояние всего монастыря, почему и продажа их производится в Чокченском дугане монастыря. В самом монастыре много сума, пристроенных ко входам в пещеры. Среди них нельзя не упомянуть о громадной статуе сажени 3 вышиной Майтреи, поставленной в большой пещере. Над головой его на скале построена маленькая будка с золоченым ганжиром. В скалах горы сзади монастыря одна выше другой видны многочисленные пещеры, служившие, по преданию, местопребыванием 80 дубченов, то есть великих подвижников учения, прибывших из Индии в начале распространения буддизма в Тибете. Это 9 век по Рождеству Христова. На юго-западном краю монастыря находится дуган, принадлежащий общине Джуддот, о которой упомянуто выше и которая проводит здесь 45 дней летнего Хайлена. Это с 15 числа 6 месяца по 30 число 7 лунного месяца.
Затем среди набожных поклонников в большом почете находящаяся за пределом монастыря каменная плита, на которой разрезают трупы покойников для отдачи на съедение грифам. Поэтому сюда привозят трупы богатых людей из окрестностей. Бедным эта плита недоступна, так как требует подношений денег и угощения чаем и похлебкой из мяса и риса всего духовенства монастыря, число коего доходит до 200 человек. 4 мая мы вышли снова на дорогу, ведущую от Лхасы к Галдану, и ночевали у горного мыса, где находится в особом суме статуя страшного божества Ганбо, по-санскритски Махакала, Великий Черный. 5 мая пошли далее и, переправившись на кожаной лодке через реку Уйчу, миновали гору, на которой стоит Галдан, для того, чтобы посетить Субурган Ламы Намхаджалсана, Линчидоржи. Он стоит в верстах в 4-5 восточнее Галдана, почти на ровном месте, на южной стороне небольшого холма. Предание говорит, что учитель Занхава, скорее противник его, Лхобрахский Намхаджалсан, однажды, идя по этому месту, сказал: «Я паду и умру здесь, пусть никто не сдвигает моего трупа с места». Действительно, спустя немного он упал и умер. Однако ученики его не исполнили в точности завещание его и, немного сдвинув с места, построили Субурган. Он упал и умер. Однако ученики его не исполнили в точности завещание его и, немного сдвинув с места, построили Субурган. Теперь верят, что он умер, схвативший злого духа, владетеля апоплексического удара, а ученики, не исполнив приказания своего учителя и сдвинув труп, этим дали возможность духу вырваться и впредь чинить зло людям. Тем не менее, обхождение кругом Субургана 108 раз, без разговоров между собою, избавляет людей от случаев удара на всю жизнь. С такой верой его обходят набожные богомольцы. Во время нашего посещения было много круговращающихся, к числу которых примкнули и мои 2 спутника. Я же, скрываясь от своих спутников и посторонних, сделал снимок Субургана. Затем, 6 мая, мы направились к Галдану, который находится на южной стороне высокой горы Брогри. Подъем на нее с восточной стороны является самым отлогим, но я, признаюсь, и по нему поднимался с большим трудом вследствие одышки. Галдан. Про основание этого монастыря в биографии Дзанхавы сказано, что тотчас после окончания Лхасского манлама, утвержденного в начале 1409 года, Дзанхава со своими последователями отправился на гору Брогри, уединенная гора, и, исследовав ее, нашел, что все приметы земли и неба весьма хороши, и что это поистине место с признаками полного распространения и исполнения проповеди, а также необходимых богатств. Затем старшим из своих учеников Дагбаджалсану, специалисту монастырской дисциплины Винае, и Дармаринчену Дзанхава указал место для постройки главного сума, здания Цокчендугана и своего дома, а также план зданий для жилищ духовенства. Они в исполнении этого поручения в том же году построили указанные здания и более 70 жилищ для духовных. Основанный таким образом монастырь Галдан, полное название которого Брогри Галдан Намбар Джал Билин, уединенное горское вполне радостное обиталище полного победоносца, находится в верстах 25-30
на восток от Лхасы, на левой стороне от реки Уй, у самой вершины глубокой седловины, отделяющей скалистую вершину Брогли от более высокой горы Вангурли. Здания построены на южной стороне горы полукругом и амфитеатром и доходят до самой вершины. С юго-восточной стороны вид монастыря еще более украшается живописными скалами и мелким лесом, растущим по оврагу ниже скал. Главной святыней монастыря, без сомнения, признается так называемый Сырдончемо, золотое надгробие или золотая ступа, по-монгольски Субурган, с телом великого Цангхабы. Ступа эта находится в лучшем из здешних зданий, окрашенном в коричневый цвет с небольшой золоченой крышей. После смерти Цангхабы в 1419 году старшие из учеников, как сказано в биографии его, стали совещаться, сжечь ли его тело или оставить нетронутым. Рассудив, что если оставить нетронутым, то он как будто сам действительно будет жить и будет велика польза, как для продолжения учения, так и для многих живых существ, решили воздавать почести, оставив тело в целости. Также из серебра количеством более 18 тибетских мер, поднесенного отдельными учениками из набожности, соорудили Субурган, украсили его орнаментами из разных драгоценностей, камни, серьги, гау, табакерки китайского изделия и из разных ценных камней, раковин, вставленных в чеканку. Над этим Субурганом в 1420 году построили большой сума. Тело же вложили в гробницу из сандального дерева, перенесли из дворца и поместили в бомбу Субургана лицом на северо-восток в сидячем положении. Впоследствии 50-й настоятель Галдана, это 49-й наместник Цангхабы, Бжабралский, по названию Камцана, которому он принадлежал, Гэндунь Пунсок, сделал всему Субургану облицовку из чистого кованого золота, почему Субурган сделался как бы золотым, а его ныне называют Большой Золотой Ступой. По правую руку от него находится Субурган первого наместника Цангхабы Джалсабдармаринчена, а по левую второго его наместника Хайдуб Галык-Балсана. Прах других наместников, коих было 84, помещается в металлических субурганах, медных, серебряных, золоченых, различной величины, в 2 этажах этого же здания. Лишь субурган последнего 84-го наместника или 85-го настоятеля сего монастыря, Лобсан Сультима, находится во дворе под навесом и отличается от прочих своим большим размером и более роскошной отделкой. На многих субурганах, которые помещены в страшной тесноте, и многие в темноте, написаны имена лам, в них похороненных. Размер и роскошь отделки субургана всецело зависят от состоятельности покойного и благоусмотрения его наследников, которые заботятся о похоронах и нахождении его перерожденца. Говорят, что некоторые из наместников еще при жизни своей готовят субурганы для своего праха. Тела всех следующих из Цангхабы наместников сжигаются, и в субургане помещается лишь пепел, который смешивается с глиной. Из такого состава формуют цельные и барельефные цаци, статуэтки разных божеств. В этом же здании находится комната с изображением хранителей учения Чойджонов. Главной святыней является старшина Чойджонов, страшный Джигжет, индийский Ямантака, с 9 головами, 34 руками и 16 ногами,
придавливающими различные живые существа. По левую сторону от него стоит также весьма чтимый кумир Дамджан Чойджел, который сделан по преданию самим Дзанхавой. Вообще, должно заметить, что покровителем и вместе с тем раболепным слугой Дзанхавы считается именно Дамджан Чойджел, служивший ему под разными видами, а между прочим, довольно долго в виде его слуги светского парня. Под этим Дамджан Чойджалом нет обычного синего быка. Рядом с названным зданием находится большое здание собрания духовенства или Сокчен Дуган, на дверях лицевой стороны которого висит синяя доска с китайской надписью «Чуань Цифуфу», которую можно перевести «Повсюду распространяет блаженство». Достопримечательностью этого дугана служит золотой трон Дзанхавы, находящийся во втором этаже у задней стены, как будто на открытой сцене, если смотреть из нижней большой залы дугана. На этом троне во время богослужения садятся наместники Дзанхавы и Далай-ламы. Здание с маленькой золоченой крышей. Конец 48 части.